Решать все обострившиеся социально-экономические вопросы в ковидном мире придется новому составу Кабмина Республики, который был окончательно сформирован на этой неделе. Шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники. Так по годам рождения можно разделить правительство республики. Напомним, имена председателя правительства, его заместителей, а также большей части министров Рустам Минниханов озвучил еще в сентябре, практически сразу после избрания на очередной президентский срок. Итак, самый старший – Равиль Ахметшин, заместитель премьер-министра, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Ему 60. Самая молодая, да простят меня дамы, руководитель агентства инвестиционного развития Талия Миннуллина, ей 35. Дольше всего оставалось пустым кресло министра транспорта и дорожного хозяйства. Его прежний обладатель Ленар Сафин переехал в Москву, в Совет Федерации. Кстати, он один из долгожителей правительства. У руля дорожно-транспортного хозяйства был 10 лет. Дольше именно на посту министра работает только Радик Гайзатуллин. Он бессменно возглавляет Министерство финансов 18 лет. Вернемся к Минтрансу. Эксперты давали стопроцентные прогнозы, но, увидев указ о назначении, скажем честно, были удивлены многие. Новый министр транспорта – это практически бывший новый министр строительства Фарид Ханифов, который пересел из одного министерства кабинета в другой меньше, чем через год после получения первого портфеля. Министром же строительства стал 42-летний Марат Айзатуллин, в ближайшем прошлом руководитель ГИСУ Татарстана. Два этих назначения, не в обиду остальному составу нового Кабмина, мы бы назвали ключевыми. Впереди у Татарстана масштабные проекты, такие как трасса М-12, наращивание объемов строительства до 3,5 миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Вполне логично, что кандидатуры министров на выполнение таких амбициозных задач подбирались очень тщательно. В условиях пандемийной лихорадки сделать все и даже больше может не каждый. Пожалуй, на фоне этой кадровой рокировки выглядит совсем простым и ожидаемым назначение министром образования и науки 55-летнего Ильсура Хадиуллина. Он уже неоднократно был заместителем и первым замом министра образования.